Школа. Именно с нее начинается дорога в сознательную жизнь. Это дом, где каждый приобретает друзей, получает всестороннее развитие, а главное – знания. За 55 лет у школы номер 7 накопилось много воспоминаний и наград, успехов и неудач. Самое же главное богатство любого учебного заведения – это его выпускники. Поздравить родную школу с юбилеем собралось много бывших ее учеников, большую часть которых составили люди старшего возраста. Это оправдывает, видимо, тот факт, что с годами школьное время становится все дороже. У 7-й школы богатая и насыщенная история. Каждая ее страница – незабываемое время и яркие события, глядя на которые коллектив учебного заведения смело идет в будущее. За всю историю существования у руля школы побывали 10 руководителей. Один из них – Николай Григорьевич Медведев. В средней школе номер 7 я был назначен директором в 1977 году и проработал до ухода на пенсию в 1998 году. Конечно, воспоминания очень большие. Коллектив был очень большой. Более 70 учителей было, сотрудников было около 30, обслуживающих, я имею в виду, персонала. Учащихся было более 1100, когда я пришел. Коллектив был учителей сильный. Он, вспоминаю, вот даже весь город знает этих учителей. Раиса Филипповна Усевич, Беспалова Мария Алексеевна. Да. Зубова Нина Владимировна, Абдрахимова Клара Мировна и так далее. Сегодня 7-я школа усиленно работает над своим авторитетом, выбирая различные направления. Успешно работает школьный радиоузел, военно-патриотический клуб имени Ролана Басырова, спортивный клуб «Победа». Есть у учебного учреждения своя учительская династия. Есть педагоги, которые сами являются выпускниками 7-й школы. В общей сложности в настоящее время здесь работают 23 учителя, 13 из которых с высшей категорией. Богатый накопленный багаж опыта и традиций дает возможность коллективу ставить серьезные планы на будущее. У нас вообще 3 направления, как мы продолжаем развиваться. То есть у нас это стать смарт-школой, то есть у нас есть локальная сеть, то есть подключены все кабинеты, то есть переходим на электронный документооборот. Дальше у нас продолжают развиваться спортивные классы. Буквально недавно мы съездили на соревнования по дзюдо, тоже неплохие результаты. Ну и 3-е направление – это филологическое направление, иностранный язык. Многие из сибайцев хорошо помнят то время, когда 7-я школа славилась как сильная в спортивном направлении. Сегодня эта традиция постепенно восстанавливается. Помогают коллективу в этом непростом деле и подшефные организации. Дружеские отношения мы будем поддерживать. Все-таки как житель этого города, как руководитель предприятия, я не могу оставить без внимания те проблемы, те трудности, с которыми сталкивается 7-я школа. Ну и все равно вот наши дети, когда приходят в эту школу, они должны видеть и то, что к ним относятся с уважением. Для них делается все, для них все делается, чтобы школа была для них вторым домом. Слова поздравлений в этот день звучали из уст выпускников, почетных гостей юбилейного вечера. Виновников торжества поздравили воспитанники детского сада «Светлячок», музыкального колледжа. Творческими способностями блеснули и сами учащиеся, и учителя школы. Те, кто продолжает былые традиции, кто ныне работает и прославляет школу. Луиза Мустафина, Радмир Юсингулов, Гульгина Раскильдина для службы новостей.